Всем привет, я Алексей Павлов, основатель творческой платформы «Пространство». Сейчас я занимаюсь видеографией и фотографией. Свою карьеру я начал в 2005 году с фотовыставок. То есть я выигрывал фотоконкурсы. Меня заметил фотограф Николай Дьяконов, я стал учеником его, и в 2007 году уже начал сам заниматься фотографией, и с тех пор занимаюсь фотографией. В 2015 году я пошел искать вдохновение и развитие в операторство. То есть я уехал в Москву на 2 года обучаться, повышать квалификацию по образованию, на образование оператор-постановщик. Закончил, приехал в Якутск, основал творческую платформу «Пространство», и до сих пор работаю. В данный момент вы смотрите первую мою фотографию, снятую на Sony 717. Это первая фотография, которая заставила меня заниматься фотографией. Фотография, которую я сделал, скажем, на даче. Это собака, которая лежала, она позировала. Я взял фотоаппарат с работы, Соньку, и поехал на майские каникулы к родителям. И это была первая модель, которую я снимал. Получившиеся фотографии настолько меня обрадовали, что я решил заниматься фотографией. Это было в 2004 году, осенью. И эта фотография, кто не знает. Я в основном снимал в те времена город, так как город, он всегда в ожидании, да? Главное найти определенное время. В основном город, и на основе этого города я и как раз сделал участвовал в фотовыставках, и с городом все началось. В 2005 году я участвовал в конкурсе фотографии на тему город Якутск и выиграл. С тех пор, после этого, как я говорил, заметил Николай Дьяконов, фотограф, пригласил меня, я стал учеником, и первые платные съемки прошли, тут нету, но первые платные съемки были для журнала Марьяны Верховцевой, журнал был. И она меня пригласила в качестве фотографа снимать модель. Это первая модель был парень, модель, который в какой-то одежде он был, я его снимал. Это для рубрики, по-моему, «Интересные люди», что ли. Я его снимал в кружало, так он просто прохаживался. Для меня это был такой жесткий стресс, так как я раньше людей не снимал, и тут первая же съемка, люди. И для меня было, конечно, это довольно-таки сложновато. Работа над ошибками, это же часть развития, то есть это фотографии, на которых я начал развиваться, и они в какой-то степени дали как раз ответы на определенные вещи, которые в дальнейшем они были ошибки, но на основе этих ошибок я сделал свои выводы, и тем самым развивается некий опыт. Но журнал, первый журнал, на котором я конкретно работал, это журнал Полина Протодьяконова делала обложку, разрезая старый журнал. Это в студии Николая Дьяконова. Мне дали возможность поснимать маленько. В это время как раз эти кадры я вытащил и попробовал делать журнал. Эта обложка, она никуда не попала, она осталась в
просто как пример того, что можно было сделать. И вот первая фотография, которая мне очень круто зашла, это вот утренний рыбак. Это мой друг, который во время охоты вышел и утром начал рыбачить. Я посмотрел эту фотографию, точнее этот туман утренний, и сфотографировал. Ну да, вот это. Ну и долгое время эта фотография, она была таким каким-то моим флагманом. Интересно. Так. Просматривая старые работы, конечно, очень много ошибок. Но на основе этих ошибок я и пытался фотошопить, пытался найти себя. По сути, если ты находишь свой стиль, то я считаю, что ты останавливаешься на... Свое развитие, оно останавливается, и ты начинаешь монетизировать свое развитие. То есть, если ты нашел свой стиль, то ты становишься, как сказать, заложником этого стиля, но за счет этого тебя знают, и ты начинаешь уже свой стиль продавать. И люди, чем больше знают, они тем больше хотят получить такие же фотографии. Это хорошо, когда ты находишь свой стиль, но нужно только тогда, когда ты понимаешь, что ты уже будешь снимать только так, и ты будешь продавать себя только так. Вот. А если говорить про творческих людей, которые снимают, они ищут, они все время ищут, они все время развиваются, все время идут дальше. Вот. Ну, это мое мнение. Но я не говорю, что это плохо или хорошо. Иногда творческие люди всю жизнь ищут свой стиль и умирают, так и не находя что-то. Но сам процесс искать свой стиль, это тоже процесс, который интересен. Многие люди просто нравится им искать, нравится им экспериментировать. Вот. А некоторым нужно зарабатывать. Но я скажу, что самое главное — это не указывать, что делать. Надо направлять в какую-то сторону. То есть, если мы говорим, куда деть руки, да, ну куда удобно. Подними, опусти, да, скрести. Да, грубо говоря, бери назад, подними руки вверх, да, кисть вниз. Имеется в виду как-то вот просто управление. То есть ты сесть, встать, лежать там и так далее. Это же в основном не указание конкретно, в какой позе и так далее. Это просто направление, вот сесть. А как сядет, это уже дело самого человека. Да? Если тебе эта поза либо что-то не понравилось, то просто можно после того, как человек удобно сел, направить. Ноги маленько чуть согнуть, типа, да, чуть направить сюда. Ну, вот так вот. Только так можно управлять человеком. Но во время съемки самое главное — это не молчать. Это нужно всегда, так как фотография, она лишь мгновение, да, скажем, 1/100 секунды, да, как минимум, ну, как в среднем, то вот это общение дополнительное, оно лишь, как бы, это, как сказать, это фотографии это не видно. То бишь, во время общения ты снимаешь, когда человек нужную тебе реакцию дает, ты просто нажимаешь кнопку. Да? За этот промежуток времени как раз это движение, эта поза, она сохраняется в фотографии. Вот. И поэтому чем больше говоришь, чем больше управляешь, чем больше направляешь, тем человеку комфортно и больше фотографий. Это такой маленький секрет. Ну, мне вообще нравятся портреты. Я люблю портреты снимать, и я люблю работать со цветом. Точнее, я люблю градации теней, люблю жесткие тени, люблю какой-то полумрак, так как довольно-таки сложно добиться этого, не зная про освещение вообще. И тем более добиться этого довольно-таки сложно начинающим людям. А опытным, наоборот, интересно, так как ты можешь все сложнее и сложнее, более на тонких экспозициях работать с портретом, так как
Там сложность и техническая, и сложность, и, как сказать, эмоциональная. То есть, чтобы человек доверился, чтобы человек посмотрел, чтобы человек улыбнулся. Вот. Те люди, которые знают, как я работаю, они выходят, улыбаясь. Почему? Потому что я много улыбаюсь, много заставляю человека улыбаться. Многие знают о том, что улыбка – это, когда человек улыбается, задействовано очень много мышц. И все, когда эти мышцы тренируются, лицо становится более подтянутой, более, как сказать, с изюминкой. Чиновников снимать намного сложнее, вот, так как в малейшем же движении, малейшем же, скажем, взгляде можно прочесть, кто он такой. То есть он, как сказать, либо слабый, сильный, податливый, либо наоборот, как бы доброжелательный и тому подобное. И, скажем, чиновников надо снимать такими, какими они не являются. То есть, чтобы портрет их не был никакой. Никакой. Это одно из правил. То есть, оно должно быть таким, чтобы он не был добрым, не был злым, не был умным, не был тупым, вообще никаким не был. Просто лицо. Это идеальная фотография, потому что когда ты не знаешь, видя фотографию, понимаешь, что это просто фотография, то человеку нельзя дать определенные ярлыки, что он добрый, что он злой, и только действиями он показывает это. Ну, в моих портретах, конечно, не совсем они такие пустые, так как у них есть своя харизма, да, которая нету, своя внутренняя философия. Вот. И, конечно, эти портреты сделаны не, как сказать, за определенное время. То есть была фотосессия для предвыборки, для портретов, которые нужно опубликовать в журналах. Да? И в промежутке в конце, когда все уже закончено, я предлагал, давайте вот еще пару кадров сделаю, только я маленько свет поменяю. И все. И в это время я, например, менял цвет таким образом, чтобы там фон был черный, были жесткие тени, все было очень жесткое, но при этом мне такие кадры очень нравятся. Такие получились вот эти вот кадры. Это репродукция фотографий, точнее картины. Это мы делали совместно с большой командой художников. У нас было задание, когда я учился в Московской школе кино, задание сделать репродукцию картины. Здесь команда художников. Это ребята, которые полностью воссоздавали стену, воссоздавали окна, воссоздавали шторы. Все как в оригинале, да. Стилисты, которые тоже точно такую же картину делали. И мы, как фотографы, должны были понять, какое фокусное расстояние было, какое расстояние всего павильона было, и максимально добиться схожести. Мою работу похвалили. Это очень большая работа. Это не дневная работа, это не на улице, это в кромешной темноте в павильоне. С всевозможными приборами за окном сделали вот такую картинку. Как будто бы это улица, но по сути здесь стоит более 15 приборов за павильоном. Хорошая работа. Это работа как раз работа со светом. Так, когда я начинал фотографию в 2004 годах, не было интернета. Все приходилось пройти опытом. То есть надо было делать очень много ошибок для того, чтобы прийти к чему-то. Эти все ошибки, та же самая моя школа фотографии в пространстве, она всему этому учит, поэтому сейчас намного проще этому обучиться. Да. Это пойти либо в школу фотографии, либо интернет. Да. В интернете вся доступная информация
его много, ты можешь в течение дня все это прошерстить и уже стать фотографом, уже снимать. Вот. Но надо все-таки вдохновляться фильмами, вообще любое, так сказать, надо вдохновляться вообще либо процессом съемки, либо фотографиями для того, чтобы заниматься фотографией. Вот. Некоторые люди, они любят технику, оснащаются всевозможной техникой, неважно, что они снимают, там что-то снимают, да, но им нравится сам процесс, нравится техника, нравится владение, да, это тоже часть этого самого досуга, да, хобби. Вот. А некоторые люди любят саму фотографию обрабатывать, да, насколько там пластичность, смотрят тени и так далее. А некоторые люди просто любят общаться с людьми во время съемки, общаться с коллективом, там, блогерами и быть причастным к частью какого-то такой сообщества, которое пропагандирует красоту. Это очень классно. И, как говорится, учиться надо именно на тех вещах, которые тебя двигают. Да. Если техника, то, конечно, технические сайты, там, фотографии, обзоры всякие разные в интернете. Да. Если фотография, то известные люди, выставки, направления. Все это смотреть и принимать, и вдохновляться, и действовать. У нее классное видение, точнее классическое видение фотографии. Она в свои фотографии вносит все композиционные правильные и неправильные решения для того, чтобы характеризовать героя. Вот. И это все мне больше нравится в ней, потому что у нее очень крутая постановка, очень крутая композиционная постановка. Она работает очень круто с мизансценой. И это все воплощается в изумительных, очень крутых кадрах. Я больше не знаю еще какие-нибудь фотографы, которые также снимают. В принципе, очень много народу ей восхищаются и пытаются воссоздать. Типа, окей, я один из них. Ну, совет начинающим фотографам очень простой. Снимай. Все снимай, все подряд снимай. Чтобы у тебя были вопросы, чтобы ты мог идти куда-то, вдохновляйся своими же фотографиями, вот, чужими фотографиями. Найди себе какого-то оппонента, с которого ты врага, чтобы попытаться его делать лучше. Мой такой враг был, знаете кто? Евгений Уранхай. Мой оппонент. Тот человек, который, когда я уже занимался фотографией, он был только начинающий. Мы с ним всегда дружески конфликтовали. Я его унижал, он меня тоже унижал. Ну, потом начал унижать. Вот. Но сперва, раньше он портреты вообще не делал, я сколько ему говорил делать, он потихо начал делать. Но имеется в виду, там, есть некая, была такая, не то что вражда, конкуренция такая. Но раньше я был круче, первым, он только начинал. И с помощью вот этой конкуренции он прям вырос очень высоко. И он держит эту марку свадебного фотографа до сих пор. Ну, сейчас еще портретом начал заниматься очень хорошо. Вот. Я ушел в другую отрасль. Вот, у меня уже другие задачи. Вот. Но с помощью того, когда у тебя есть какой-то оппонент, с кем ты конкурируешь, то ты становишься более, как сказать, у тебя какая-то цель появляется, такая дурацкая цель, конечно, но в общей сложности она заставляет тебя развиваться. Чем просто в одного ходить, что-то делать, пытаться что-то лайки собрать в интернете, да, это как бы окей, но как бы один в поле не воин. Нужна команда, нужны люди для того, чтобы вместе с ними конкурировать и развиваться. Книги, ну, основа композиции. Просто основа композиции, знать композицию. Все книги связаны с композицией, читайте, понимайте, творите, развивайтесь, только так. Либо тупо копируйте. Все.
Классная фотография скопировал, классная фотография скопировал. Потом когда-нибудь через какое-то время придет сознание о том, что, оказывается, ты копировал плохо или хорошо. Вот. Или во время съемки ты поймешь, что есть. Вот. Я для этого пошел, обучился в Московской школе кино на оператора. Почему? Потому что у меня был вопрос. Если все вдохновляются, фотографы все вдохновляются кино, из кино берут понятие цветокоррекция, там 5-10, то окей, типа, все остальные давайте смотрите кино, а я пойду и научусь снимать кино, для того, чтобы понять, откуда они берут это вдохновение. Я узнал. И мне это сейчас помогает. Киношники, да, такой, если такой быстрый лайфхак, двухлетний тема. Все основывается на всего лишь, в общем, секрет это просто в драматургии кадра. Все основывается на драматургии. Все. Цвет, композиция, все не просто так. Все для того, чтобы ты твои внутренние рецепторы, скажем, шаблонов твоих внутренних, они могли раскрыться. То есть, если так грубо тоже сказать, насколько ты будешь бояться окружения, если ты будешь лежать на шезлонге в Таиланде в жаркую погоду. Насколько? Нисколько, потому что будет классно. Но если тебя отправят в какой-то дремучий лес, это будет ночь, и ты будешь там же сидеть в шезлонге, то у тебя атмосфера будет совсем другая. И вот все это если тебе покажут, как в основу фотографии тоже всегда, в основу света я всегда об этом тоже говорю, твое настроение начнется тогда, когда ты открываешь шторы и смотришь, какая погода. Открыл шторы, солнце шпарит, жара, смотришь, все классно, у тебя настроение поднимается. Стоишь в следующий раз, открываешь шторы, смотришь слякоть, грязь, дождь, у тебя сразу настроение падает. Это визуальный эффект, такой же эффект вызывает как раз эта драматургия. Вот. И нужно, если мы говорим окно, это фотография, то важно, чтобы фотография могла передать дополнительно нечто большее, нежели чем просто картинка, нежели чем просто город. Вот. Цвет, композиция. Все это твои друзья, чтобы стать знаменитым.